Что, братва, всем привет. Поселок Глубинка, Республика Коми, ребят. Дрюня, всех приветствую. Совершилась, ребят, поездочка у меня на данный момент. Хочу прокатиться по северу. И сегодня, ребят, у нас путешествие, мощное путешествие в районе 10 дней. Ребят, будем кайфовать, будем рыбачить. Едем, ребят, на север. Та же Республика Коми, только немного севернее, ребят. В пределах 1000 километров. Стою, жду маршруточку. Сейчас буду добираться до Сыктывкара, столица Республики Коми. В данный момент 100 километров до него добраться. Пересаживаемся в другую машину и, ребят, в путь дорога. Около 12 часов составит поездочка до места. Позвонил подписчик, списались, пригласил на отличную рыбалку, ребят. В тех местах, конечно, с этим все здорово, с этим все хорошо. Есть еще рыбка и очень даже неплохо. Ребят, немного такой на неврячках, потому что поездочка такая для меня более тяжеловатая, потому что в такие дальние расстояния и на дальнее время, ребят, я еще не уезжал. И попробуем, родные. Блин, вообще, меня аж будоражит маленько, потому что, блин, я знаю, что такое север в тех краях, ребят, и что-то может быть с рыбалкой, это вообще страшно. Ребят, предлагаю посмотреть многосериальный такой выпуск. Ждем машинку. Стартуем. О шмурдячке. Взял несколько палочек, это фидерное удилище, спиннинговое удилище, потому что рыбалка в основном будет происходить на спиннинг. Толян, я думаю, сделать все красиво, и еду к нему в гости, он, наверное, будет руководить парадом. Посмотрим разноплановую рыбалку. В основном вещи, ребят, этот рюкзак со снастями, лески, катушки, там шнуры и так далее, блесна, воблера, гаджеты, зарядки, фонари. А здесь бродни, забродники, пару костюмов, там, футболки, там, носки и так далее. В основном еду налегке, потому что ничего такого основного я не брал. Толян сказал, все будет красиво. В поселке дождик, ребят. Погода скурилась. Уже как дня 3-4 вот такая погода. Самое что удивительно, куда я еду, ребят, на север, точнее севернее, стоит жара, 38 градусов. Вот такое лето у нас в этом году. Козочки питаются. Короче, как-то так, родные. Жду такси. Едем в Сыктывкар. Ребят, я уже в Сыктывкаре, 100 километров позади. За час долетели, трасса идеальная. Сейчас буду созваниваться с Толиком, с Лехой, с кем я, получается, выезжаю. Часов 12 должны подъехать, забрать меня отсюда. И уже прямым рейсом, ребят, 900 километров в районе будем ехать на одной машине. Сейчас буду звониться, искать. Забыл наушники, надо прикупить наушники, попить что-нибудь там, пару пирожков. Потому что ехать придется, ребят, больше 10 часов. Это, конечно, стоит еще то удовольствие. Ладно. Погода такая же, ребят. Дождь еще сильнее идет, наверное. Хотя с Толиком созванивался. Погода идеальная. Солнышко светит. Вот такие дела. Ребят, закинулся шаурмой. Позвонили, вроде машинка подъехала. Все. Будем грузиться и в бой. В бой. Дождь идет, погода стрёмная. Ладно, погнали. Ребят, 400 километров позади, примерно 370-350, наверное. Так, дождь не продолжается. Остановились перекусить немножко, придорожное кафе. Потому что машина полная, и дети есть, и пожилые женщина есть. Там в туалет, не в туалет. И идем дальше, ребят, идем дальше. Быстро перекусили, 15 минут остановочка и дальше в бой. Особо не снимаю, ребят, пока показать ничего нет чего.
А дальше будут красивые места, это 100%. Там может что-то интересное поснимаю, ребят. А так продолжаем путешествие. У нас уже 7 вечера. Стоим под Ираэлем. Короче, до Печоры соточка, ребят. Устаиваю Александру привет большой. Сейчас, правда, поворачиваем в другую сторону, я так понял. Едем. Тормознули перекурить в туалет. Получается, с 10 часов, ребят, я как лягушка-путешественница. Ну вот такие дела. Дождик, все мокрит, все происходит, та же погода. Не знаю, как по рыбалке у нас будет, как. Лишь бы не было так, что приеду и дождь привезу с собой. С Ухты забрали людей еще. Короче, едем вот так. Полная машина. Нормально. Что, братва, 10 часов, спустя еще 3 часа. Я уже у цели, ребята. Почти у цели вообще. Вот это простора, вот матушка Печора, ребят. Ну, еще поездка не закончилась, как надо еще пересечь речку. Стоит паром. Скоро будет посадка, последняя. Вот успели как раз на последнюю посадку и переплываем. Я уже у Толяна. Давно так, ребят, не катался, не ездил, блин, вообще. Ну, конечно, бомба. Места такие. Столько речек, ребят, проехали. Ручьев. Видно, что ручьи живые. Там по-любому есть рыба, потому что вот эти все притоки Печоры, они все рыбные, ребят. Вижу, там какая-то лодка стоит, рыбаки. Здорово, ребят. Не знаю, плохо на камеру видно, наверное, но красота. Успели вот на последнюю как раз посадку. Сейчас пересечем речку и я уже буду дома. Списался с Толяном. Андрюха говорит, будешь отдыхать после такой мощной поездки. Получается больше 12 часов, сколько? 15 часов получается езды. Я говорю, нет, Толян, будет расцветать, поедем сразу возле дома погуляем, щуку, короче, порыбачим. Короче, в 3 ночи пойдем на рыбалку, ребят. Ну здорово, что, на эмоциях есть вообще. Ну устал немного, устал, то что утомился сидеть вот все время. А так четко, ребята. Вот она, красавица. На Печоре я был еще в детстве, когда ездил к бабушке, а вот в это время сейчас свое вот не получалось мне вырваться. Ну вот я здесь, ребята. Я в этих местах. Могучая река. Одна из самых таких могучих, наверное, рек у нас в республике Коми и самых таких богатых рыбой. Блин, бомба вообще. На камеру плохо видно, наверное, но пейзажи, ребят, мощные вообще от бога. Братва, я дома, точнее дома у хозяина дома, так скажем. 12 час, ребят, все. Я раздеваюсь, банька топлена, меня ждали. Отлично, ребята. Все, добрался. Завтра будем показывать все, рассказывать. Толян обещал покатать меня по местности, показать много всяких интересных мест. Ну, я думаю, с утра сразу рвем, ребят, на рыбалку. Часика 2 сейчас отдохну и прем. Дорогу, ребят, не стал снимать. Пол дороги точно шел дождь. Там все, дворники мигают, но ничего не интересного не показать. А потом уже дорога асфальтирована, поменялась на песок, на щебень. Там все трясло, короче, не стало снимать, ребят. Добрался, все нормально. Сейчас быстро в баню. Все, ништяк. Так, ребят, 12:30. Собираемся, короче, съездить просто на утрянку. Тут недалеко возле дома погулять. Сейчас покажу разницу, ребят, какая разница с нашей рыбалкой и с ихней рыбалкой. Это просто жесть. Красота, да? Смотри, какая красота.
Нет, длинный носик. Все, наконец-то, ребят, приехали мы, получается. Вот этот виновник торжества. Толян, ребята, который будет руководить парадом. Вот это, сколько я здесь буду находиться, всеми рыбалками. Просто Андрюха говорит, ложись, отдыхай, говорит, как бы с дороги, там все-таки немало проехано было дело. Ну, ребята, охота просто. Вот выехали буквально здесь, возле дома, на самом деле. Сейчас погуляем просто так, утряночку встретим, и дальше больше будет видно. Приехали пораньше, ждем. Да, ребята рано приехали, как бы дома сидеть тоже, там, только семья, дети, как бы, и, ну, чтобы не мешать, не будить никого. Приехали, тут утряночка вот у нас. Сейчас смотрю вот фотографии, там, планируем вообще, какие будут сегодня у нас рыбалки в это время. Ну и Толян говорит, медведи, ребята ходят, говорит, бегать, может, будем от них вообще, не знаю, будет интересно, конечно, но вот. Но Вот лучше не бегать. Да, лучше не бегать. Вот, ребят, погода такая, тоже хмурится немного, потому что мы ехали, вообще у нас там дожди уже 3 дня, а здесь еще вот Тут спокойно. еще не было дождей вообще. Ну как-то так, родные, блин, я весь в предвкушении, просто не знаю. Так Вообще. что рыбалка будет. Рыбалка будет, ребята. Толян обещает, все здорово, так что будет на каналах, так что нормально. Точки получается у тебя, да? Это точки, да. Угу. То есть ты уже едешь, потому что знаешь, куда напрямую раз и все. Зашел, и все, не надо лишние эти Угу. движения делать. Ну ты что, правильно что-то. Я думаю, это нормальная штука. Ты планшет берешь с собой, получается, потом? И планшет беру, потому что на телефоне пробовал. Почему-то телефон у меня быстро садит этот. Угу. Местоположение, ты это все Ну, включаешь, я быстро понял сядет. тебя. Угу. Так, нормально. Я тут, братан, посмотрел, короче, я решил подарочек сделать. Да ты чё, блин? Да. Ты как бы этот, не надо. Спиннинг тебе новый, короче. С таким тестом, который у вас позволяет ловить 2.10. Намазовская палочка-то я привез себе в магазин. Ты же знаешь, что я как бы будущий там как будто бы. Ну, с тестом таким мощным, так что, братан, можешь двигаться 120 грамм, 60-120 грамм. Ну это как раз для сюда. Это для твоих мест. Все, пожалуйста, братан, пользуйся. Держи. Это чисто от меня. Так что держи. Чехольчик. Все, братский. Завтра... Такой, ну, спиннинг звери. Ой, я вторую катушку... Можно медведи прям хлестать. Я вторую катушку поставлю, туда-то поедем когда. И все, 2 штуки возьмем. Все, огонь. Вот, ребят, стоим, общаемся. Вот рабочая блесна в этих местах. Тройник ты уже поменял, да, я смотрю? Тройник я поменял, потому что тройник маленький, он вылетает с пасти больших. Угу. Блин, ну это сколько, 4, да? 4? Да, 4. Я примерно взял такие блесна, потому что ты сказал, надо большие вертушки. И то, смотри, уже сколько таскал, смотри, кольцо какое стало. Почти разогнутое. Тут вон видно, что даже это, смотри, вся в этих зубах. Все. Вот так вот хапает, надо сюда. Охренеть, блин. Слышь? Ну это здорово. Что, начнем потихоньку. Рассвело уже нас хорошенько. Постояли пока с Толяном, сальца поели. Сейчас будем что-то собирать снасти, катушки ставить, спиннинги собирать. Блесна я взял, ребят, немного новых. Вот так. Ну, потом подарки оставлю Толяну. Сказал, большие работают с мухой. Такие взял. Такие. Вот ложки взял. Не знаю, яркие будут работать, не будут. Вот такие 4. Крупный номер взял. Ну, воблерки взял, не знаю. Они, говорит, на воблеры вообще не рыбачат. Резины взял немного. Большой. Короче, вот как-то так. Да. Да, Толян, возьмем, но... Вот такой мэпс здоровый. Толяну дам, пускай пробует. Толян, а как на яркие такие вот большие? Идет? Не, лучше белую зацепи. Лучше белую, да? Лучше белую. Хорошо, понял. Вот. Такой мэпс Толяну подгоню обязательно. Вот это мамсяра, так мамсяра. Вот большой тройник, который он говорил, 5 номер. Специально Толяну привез. Пускай пробуют. Блин, ребята, предвкушение весь. Собираемся. Палочка своя, этот лайтовая, подарок, кстати, с этих краев, с Печоры. Легенькая. Чисто пару часиков погуляем.
Посмотрим. Взял еще, ребят, вот такие понтончики. То, что у нас работает. Вот такую черную взял с мухой. Не знаю, посмотрим. Что-то еще вот такая есть. Он сказал белая, белые, работают белые. Вот такую поставим, тяжелая, с таким красным. С красным ухом и сердечник большой. Не знаю. Сейчас будет видно все. Чисто утряночка, чисто разведка. Но вроде все готово. Так. Арифтомедика, ребят. Набрал, так набрал. Вот это, да, Браскиланд? Самый рабочий, да? Который, что ни на есть. Да. Сразу возьми баллончик. Блесну поменяю. Вот. Вот такие вот блесны, говорит, работает Оля. Большая четверка. Ага, лонка. Угу, держи. А что ты? Одни бы побрызгал. Да нет, возьми тут на карманы сейчас. Нет, ночью не было, да? Только А утряночки. их ночью нету, по утрянке. А когда солнце, если выйдет, вообще. У нас только нету там. Что, ребят, попробуем? Попробуем. Все, спускаемся. 3 часа утра у нас. Вон дождались рассвета. Да, итальян говорит, что рано, смысла, говорит, нету. Ну, в 3:20, полчетвертого вот начинает рыба гулять. Спиннинг зарядил. Все, прям. Прям. Жара стоит, коровий троп, и смотри, то все высохло. Угу. Ну ты сам говоришь, что в этом году такое лето, да, вообще идеальное. Ну такого не было еще, чтобы Андрюха паром отменял. Да, кстати, вот у нас паром отменили. Хотели там базироваться. Посмотрим. Значит, получается, идем на протоку, не на саму Печору. Ну, как правило, рыбачат на протоках больше. Вот. Итальян сказал, кто первый поймает, тут наливает. Вот зоречка. Красота. Вон ути пошли. Уточки, да. Ну, видно, ребят, хожена тропа. И повторяю, что возле дома. Посмотрим, как рыбалка у них возле дома. Здесь, ребят, все, вода стояла. А сейчас вот такая ситуация. Там бы Андрюха так бы не переслал, как бы бродняк вот так там там. Глубоко, да? Не глубоко, это в дерьме в этом. Ну, видишь, хорошо, когда гид есть, слышишь? Прям хорошо. Вот, ребят, протоки, смотрите какие. Их тут куча просто, этих проток. И вся рыба здесь стоит. Ну, какую хочешь. Допустим, сегодня у нас щука с утряночки. Вот, ребят. Начинаем здесь. Главное с первого заброса не поймать. Только рыбалка не будет туда удачная. Да ладно, блин. Аккуратно, не при. Ушла. Хорошая была, братан. С первого заброса, да я говорю, главное с первого не поймать. Да ладно, блин. Ребят, видали? Ё-моё, там около 2, наверное, было. Она просто стояла, я просто подошел, как балан просто зашевелился, братский. Вот смотри, куда подгоняет. Ребят, вы видали?
Ё-моё. Жалко. Ладно. Ну хорошая была. Вообще достойно было. Кого возьмем? У меня... Ты смотри, блесна рабочая, значит, Андрюха. Угу. Флюр подзатянуть надо. Не просек ее нифига. Вот так вот. Нету вроде как. Я еще, слышишь, говорю, главное с первого заброса не поймать. Смотри, сколько первый был. Смотри, как долбануло. Смотри. Да, ну пошла жара, да, братский? Время посмотри. 3:10. Ну, так и есть. Все отлично. 3:20 я первый тебя поймал. Жесть. Блин, я думал, ты эту прешь уже. Ну только мои следы здесь. Ага. Блин, ну здорово вообще. Видели, ребята? Смотри, Андрюха, Какая... два этих, две коряшки. Ага. Понял тебя. Тройничок тут вроде хорошенький. Даже не сечь. У Толяна тоже поклевка. Тоже сход, да? Ты заснял, да? Не-не, нормально все. Ты не переживай. Ты, братан, рыбач, как ты рыбачишь. Вот я тебе сразу хочу предупредить, как у тебя жизнь, как ты рыбачишь, так и рыбачь. Видел, да. Буруны пошли. Ну-то, ребята, это что-то, это чудо какое-то. Она кто первый вытащит, да? Андрюха, у нас спор, не будем говорить о чем. Да. Ну, там мелко уже, по камням бьем. Ты долго не кидай, продвигайся. Угу. Все, понял тебя. Ребята, это жесть. Она опять выходила. Я, правда, камеру выключил. Короче, блин. Толян говорит, погнали дальше, говорит, надо продвигаться дальше. Блин, ну это, ребята, это что за такая рыбалка, блин. Давайте мелко поставим большого. Она опять хапала, блин, это вообще, конечно, жесть. Ну ты ее сколько, метрик притащил, наверное, да? Да. Так, поставим ложечку такую желтую. Да. Мощно. Сейчас, видишь, она укололась, надо угадать, на что она это. 2 раза, считай, да, хлопнула? Да, 2 раза бахнула. Надо угадать, на что она хлопнула. Смотри, Андрюха. Так, ребят, Толян у нас отловился первый. Ну, значит, он у нас в споре выиграл. Не крупная щука, да, Талик? Отпускаешь, да? Слишком. Слишком мелкая. Хотя Толян говорит, надо брать рыбу, ребят, здесь все, ну, то бишь по щуке. Потому что здесь есть достойная рыба, как хариус, и она жрет этого малька. И вот чисто из-за этого, говорит, ну, чуть-чуть, говорит, рановато, Толян говорит. Я просто в шоке, ребят. Так, сразу столько поклевок, блин, буквально в 5 метрах. Блин, жесть, Есть. конечно. Есть, ребята. Поставил обратно эту же блесну щучкой. Мелкая, да, братки? Вот, ребят, видали? Какой тут клев. Мелкая. Ну, Смотри, слышишь, а я там кидал на эту блесну, не взял. так я 3 штуки поставил, обратно эту поставил. Да? Вот эту. Опять, видишь, сразу У удар. тебя большая на какую хватала? Вот на нее же. Брать такую же, что ли? Я же потом, получается, игру поменял на колебалке. Думал, доловить. Не брала. А сейчас, Ты, Андрюха, ты же мне такой же рецепт сказал, не знаю, вот. да? Не, большую-то. Большая, посмотри, я не помню. Да-да-да, там такие же, да-да-да. Угу. Маленькая, да? Толя, такого отпустим? Пускай живет. Ну да. Вот так, ребята. Щука есть и мелкая, и крупная щука. Короче, даже на мелкую щуку крупная щука охотится здесь. Вот это. Только начала брать, сейчас будет брать. Угу. Отлично. Вон там, смотри, как плещется. Вон гоняет, видишь? Да. Еще один выход. Толяна. Чуть выше.
Что-то как-то они берут, как бы, но не особо они вот так зверски, они сытые здесь в протоке, получается. И миногами набиты. Надо что-то по ходу попробовать. Может, резину поставить. Хотя тут для резины очень мелко. Воблерок можно попробовать. Воблерами здесь не рыбачат. Попробовать воблерком. Толян там косит щурогаек. Не крупная. Мелкая, говорит, щука. Ну, ее тут много. И брать, говорит, надо, потому что она здесь в плесах жирует. Малька бьет. А я вот сейчас воблерком попробую. Вот, а вот, который сход был первый, она, конечно, хорошенькая была. В районе 2 видно было. Ну тут мелко, конечно. Тут очень мелко стало. Там еще немножко поглубже было, а здесь очень мелко. Для воблера очень мелко, ребят, для воблера. 1,2 заглубления. Не работает. Поставлю вот свою рабочую. Понтон. В этом году достал всю рыбку, скажем. Да и здесь потому что есть, и хариус есть. Лучше на вертушку пробовать. Пока вот такая разведка. Надо на вертушку. Потому что здесь люди рыбачат на них. И не изменяют уже какой год. И какой век, наверное. Все рыбачат на эту блесну. Так что не будем тоже экспериментировать. Пока поставим, что есть. А когда уже уедем куда-нибудь подальше, там уже можно будет пробовать. Ушла, братан. Нет. А, нет. А я что, забагрил, что ли? Не могу понять. Вообще ее как-то она промахнулась, блин. Или как-то что-то не понятно. Ты смотри, какие порезы у них. Тут это крокодилы-то ходят, смотри. Смотри, видишь? Я и говорю. Вон. Смотри. О. Вот вторая щука так попадается уже. Надо нам выцепить. Охренеть. Надо тут поработать, братан. Что, пойдем назад или пойдем вперед? Давай пройдем. Там смотри, что начал исполнять. Видимо, мы Ну, видишь, тест успенненько позволяет, и этот кончик отрабатывает. Какая-то поклевка была, что ли? сильно не заглубляйся, не это. А потом пойдем на тот пляж. Хорошо. Вот в таких, ребят, лужах здесь рыба стоит. Вот так вот. Ну, интересно, конечно, здорово. Куня. Вот это не наш размер, да, братский? Мелкий. Отпускаем такого. Для этих мест, да. Да, все понял. Ну, смотри, хапнул, да? Да, так он где-то сопровождал уже один раз. Ну, хапнул. Там до туда, до этого дойдем, да? И там покурим. Да, там, да, потом отдохнем, перекурим. Ну что, ребят, пока что-то мелочь одна. Для этих мест как будто это вообще не рыбалка. Ну, посмотрим. Вот. Объясняю, вот там поле идет. И вот братский говорит, что вот там медведи здесь все кучами сидят. Я, правда, пока не верю, не знаю. Но так надо опасаться все равно смотреть. Потому что они сейчас поутру могут тут валяться. Ладно, перешли одну лужку. Вот такой ручеек. И следующая лужка. К ней идем. Опа, есть. Окунь, братский. Окунь.
Вот такой вроде хороший. А не, щука чурагайки. Маленькую опять поставил. Маленькую поставил, да. Ну вот щука тоже такая же. Ребят, много езя походу блюхает. Потому что вообще вот, ну, видно, что какая-то рыба крупная блюхает, но не берет. Не знаю, попробую поставить вообще маленькую вертушку. Чисто ради интереса. Вот у меня есть такие. Такая. Вон даже с виброхвостом есть. Сейчас попробуем вот такую поставить с крючком. А вибрик поменять. Что он такой уже подуставший у меня. Такая двоечка. И крючочек здесь стоит. Это вроде вибрики были маленькие. Так, что тут у нас есть? Там были маленькие вроде, как будто. Вот. Такого морковного цвета есть. Так, джик, не падай, джики. Джики. Это есть. Ну-ка, ребят, такую штуку попробуем. Будет работать, не будет. Сюда джигом мы нацепляем. Вот так вот. И вертушка маленькая. Что, прикольно, я думаю. Просто вот так проводку, ребят, провел. Вот так возле берега. Он сразу взял. Просто вот так проверил. Бам, поклевка. Так что работает штука. Может, сейчас разловим такую игрушку. Такие снасти, ребят, в таких местах можно разлавливать. Прям нужно, наверное. Так, сейчас еще возле бережка проведем. Какой? Тут уже такой хороший, ребят, смотрите. Окушочек. Вот такой красавчик. Вот такая приманочка, ребят, смотрите, работает. Здесь разлавлено. Много надо поменять, потому что одинарник стоит. 4 штуки до нас слетело. Вот такой окушарик. Красавец. Ладно, решили вернуться обратно. Такие хотели пару часиков погулять, утряночку. Ну вот, штука работа такая, ребят, здесь. Без разницы, нормально. 4 окуня на него поймал. Вот. Сейчас пробовали на червя. Плотва попадается вот такая. Правда, я не рыбачил. Но одну поймал. Хорошую. Интересно, короче, ребята. Вот такая лужа. А рыба всякая есть. Еще вот есть кабы зацепить. Чисто так для вида, для интереса. И нормально. Можно домой идти. Отдыхать, спать, высыпаться. Сегодня собираться будем на рыбалку. На ночную, наверное. По приемку на нем съездим. Это плотва, да? Ни хрена там сорога, слышь. Ну-ка, дай-ка тоже посмотрю, как там у тебя делуха. Ну-ну. Не, сорога вижу, здоровая. Вот так, ребят, смотрите, просто от поводка отцепил, получается, блесенку. И уже оснасточка есть. Также проводку бам. Сорога мощная. Жесть. Так сорогу ловят, ребята. Сейчас я поближе подойду, покажу. А? Конечно.
Опять шалашовка какая-то, да? Живец. Карабин. А кто это? Подъезд? Подъездичек, да? Подъезд мелкий. А вот он, увидали сегодня его тоже. Слушай, ну прикольно, братский, весело, видишь? Блин, обилие вообще мощное. Оба, ну это где-то. Ты слышал? Что-то где-то плесканулось, да. А где, блядь? И раздолье здесь, блядь. И то поболее? Да, полкилограмма. Ну такая уже, да? Да. Взяла-то вот на эту маленькую блесенку с резинкой. Зеленая какая? Да, тут такая игрушка. На окуня. Возле берега хапнула, да? Прям возле берега, слышишь? Даже не понял, блин. Так как-то тут интересно, знаешь. Тут вроде как... Вроде тащишь, ничего, да? Вроде как будто глубины нет, знаешь, неоткуда ей вылезти, а она хоп, есть. Про какую сороку-то я вам говорил? Охренеть, слышь. Вот это сорожено. Ё-моё. Да. Сорога, говорит, блин. Так просто на поплавок. Я представляю, что если подкормить, здесь что-то сесть, тут, наверное... Здесь подкормить. Да, тут, наверное, вообще страсть будет. Поплавочника вот сюда, блин. Чу-чу. Андрюха, отойди. Тихо, 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 братки. Ух ты, хорошая, смотри какая. Бери! Все, взял. Андрюха, мы взяли, блядь, братан. Стояли вот тут просто буквально, слышь. Как она вот, как это, блин? Ну ты видел, муть пошла? Ну, Ты вовремя схватил. красавчик. Блин, хорошая, смотри, полторашка. Отлично. Ты видел, Ё-мо. муть какая пошла? Просто стояли, ребят, вот Ты тут. видел, где въебало? Да, вот здесь, здесь. Поймал щучку, стали, блёст на меня, мы общаемся. Хоп, вышел. Кинули и все, пожалуйста. Охренеть. Вот это да. Вот это да. Ого. Окунь-то хороший, смотри какой. Ну, с одного места, слышь, как это может 3 поклевки быть? Берем. Берем. Бля, чучка-то была, бля. Что, у тебя хватало, да? Да, у меня хватало, у тебя хватало. У меня хватало, бля. И окунь, понял? Охренеть. Да, только вот в таких местах бывает, наверное, так. Была щучка, хапа. Не, она сильно укололась. Угу. Сильно, сильно. Сюда уже Оба. хапала. О! А, окунь. Они прям под берегом, понял, братски сидят. Коняек. Да, охренеть. Охренеть. Мелковат, братски. Допустим, такого. Прямо тут под берегом, понял? Да. Прикольно. О, опять. Хоп. Опа. Хватает прям здесь. Под бровкой вот этой. Окуня, конечно, здесь. Да, ребят, протока живая вообще. Просто был на удивление, поймал щуку, просто достали ее, стали общаться там, квас достали. Плесна доставать, щука, хоп, прям под ногами, жук. Толян блесну закидывает, бам, удар. То бишь, она там есть рыба. На поплавок по отвалу такая грамм 200. Окуня вообще много. Но надо разлавливать. Все равно. Ну, почему-то, ну, рыба есть, но она не берет. Ну, понятно, что кормовой базы хватает. Ну, прикольно, конечно. Такой водоемчик иметь в шаговой доступности. Охренеть.
Ладно, уже идем обратно. Сейчас там еще прокидаем, где выходы были. Может, доловим еще. Ну, понравилось, конечно. У меня окуни. Окушки. Ладно, Толян поймал мелкую. Ну тут берег, ребята. Вот так засасывает. Жесть. Куда он тебя ёбнул? Поймал, поймал. С оттуда, сдалека взяла. Вот такая щурогаечка. Ну вот, ребят, тут рядочка. Красота просто. Как в магазине пошел, ребят, поймал все, что надо. Плотва, щука. Сейчас сразу чистим. Сегодня свежая рыбка у нас уже. Просто, я не знаю, ну как возле дома. Вот прошелся, прогулялись. Вот такая заводь непонятная вообще. Я просто не мог понять. Щука просто вот весну уже поднимаешь, она откуда-то поднимается, хотя там все видно, дно, не дно, блин, вообще интересно, конечно. Все, мы с Толяном начинаем чистить. Ну это так, это разминка. Сегодня будет рыбалка. Вот так, ребята, сегодня будет рыбалка. Так что сейчас рыбку чистим и домой собираться. Сегодня в интересное место выйдем. Отдохнем. Закупиться надо там тоже немножко по продуктам и сегодня куда-нибудь съездим. Вот так. Лучше на реке почистил, да и все, да? Да, конечно, да. Есть возможность, время, да, что нет-то. И нет дома этой, знаешь, лишней этой, блядь, столько мух потом там, блядь, летает. Я даже дихлофосом, слышишь, брызгал, Андрюха? Угу. Ничего не помогает. Нашим щуку. Вот самая крупная, которую поймали. Вот, смотрите, ребят, мышь. Маленькая мышь, вот реально. Вот, лапки, хвост. Я сначала думал, много хвост торчит. Нет, вот. Так что жрет нормально, она все, блин. Ну правильно, там говорит 8 килограмм, 9 килограмм утки даже, понял, братан? В них уток даже мелких хомячат, блин.